Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на ваши отношения. И мы с вами посмотрим, что ждет вас и вашего любимого человека в отношениях до конца года. Загадайте, пожалуйста, на себя и на него. Задайте вопрос от своего и как бы от его имени. Так и спросите, что нас ждет вместе до конца года. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут мой рукав, то, что сейчас скрыто, то, о чем вы можете узнать. Ох, змеи вышли. Змеи. Испытания. Очень неожиданно вышли змеи. Ну ничего, сейчас будем разбираться. Значит, мои хорошие, вы славная пара, вы замечательные люди, вы друг другу очень классно подходите, и вдвоем вы очень гармонично смотритесь. Это замечают как и друзья, так и враги. То есть нет такого человека, который бы сказал, что вы друг другу не подходите, либо вы вместе плохо смотритесь. Вы как будто бы действительно созданы друг для друга. У кого-то из вас даже отыграется, что вы внешне немножко на друг друга похожи. У кого-то отыграется, что вы похожи характерами, у других вообще имя одно на двоих. Ну, в общем, да, смотритесь вы очень здорово, и вижу, что действительно друг друга любите, друг к другу тянетесь. Отношения у вас непростые, потому что вы по-разному воспринимаете жизнь. Если для вас, для женщины, жизнь это вот прям скорее, скорее, быстрее, быстрее и все сразу, то для мужчины жизнь, она более такая, знаете, размеренная, растянутая, он никуда не спешит, он себя, комфортно, прекрасно ощущает в том положении, в том состоянии, в котором находится. Вот, поэтому у вас, я так понимаю, конфликты возникают. То есть вы любите конкретику действия, динамику, то есть застойные явления для вас прям болезненны, а он наоборот, он такой на расслабоне живет, на чиле, все у него хорошо, все никуда не спешит, ему там срочно жениться не надо, там детей срочно заводить тоже не стоит, что-то думать, придумывать тоже как-то подождет, обойдется, да, в таком ключе. Вы очень домовитая, и вы действительно хотите вывести ваши отношения на более серьезный уровень, на более серьезную высоту поднять. А мужчину все устраивает и так, ему и так прекрасненько. Вот. Вообще, зачем суетиться, зачем какие-то лишние телодвижения? Мне и так хорошо, мне и так комфортно. Но, девочки, есть одна вещь, которую ваш мужчина от вас скрывает. Скрывает он свой страх потери вас. То есть больше всего на свете в жизни он боится потерять вас. Что вы там кому-то уйдете, что вы его разлюбите, что вы в принципе не захотите с ним быть вместе. В общем, он этого очень боится, и очень часто он с вами типа якобы в кавычках соглашается, но только лишь для того, чтобы усыпить вашу бдительность. А вообще он у вас еще тот жук сам себе на уме. Мужчина ваш, он однолюб не выходит. То есть, если он вас полюбил, то любит только вас. Другие женщины для него это так, знаете, красивые картинки, да, назовем это так. Посмотрел и пошел, да, свою любимую книжку читать в таком ключе. А вам все время кажется, что вы как будто бы в тройке застряли. Тройка — это дружба. Либо вам кажется, что вы в тройку провалились, да, что ваши любовные отношения, они стали более какими-то дружескими, более размеренными, да, вот как что-то пропало из ваших отношений. Вы всеми силами хотите вернуть двойку. Вам нужно больше внимания от мужчины, больше серьезного подхода, больше, опять же, его стараний по поводу вашего совместного будущего. Но кому-то из девчонок действительно откровенно хочется замуж, хочется ребеночка родить. Почему нет?
Почему вы должны себе в этом отказывать? Если хочется, значит, так надо. Вот. Мужчинка, как бы, он и не отказывается, но он ничего для этого не делает. Так, испытания. Вас ждут испытания. Да, вот этот месяц с хвостиком, который остался до конца года, он будет очень непростой. Непростой как и для мужчины, так и для вас. У вас, девочки, идет даже не испытание, скорее как искушение. А вот у мужчины действительно борьба, испытание, борьба за вас, борьба за свое личное счастье с вами. Сейчас я все объясню. Девушки, у вас на горизонте какой-то очень крутой мужик. Ну просто вот картинка. Он и хорош собой, у него все схвачено, все сложилось, устоялось. Он очень прочно стоит на ногах, но мужчина хоть куда. Просто вот обалдеть, какой мужчина. Вижу, что этот мужчина на вас глаз положит. Ну, либо начнет вас добиваться. Даже несмотря на то, что вы в паре, несмотря на то, что вы уже типа свое сердце отдали, вот его это нисколечки не смутит, вы ему очень-очень приглянетесь, и он действительно, ну, кого-то так отыграет, что влюбится в вас и будет педалировать эту тему для того, чтобы вы были с ним. Это очень сложный момент для вас, потому что испытание будет невероятно сложным. Ну, правда, мужик красавец, вот все при нем, у него все есть, он и умный, и горячий. Вот все, что вы любите, в нем есть. Ну и на лицо, на мордашку, ну прям красавчик, картиночка. Ну и этот мужчина, соответственно, вам будет предлагать исполнить все ваши мечты. Представляете, какой уровень искушения вас ждет? Тут вы смотрите на своего родного, который не чухается, и его нужно все из-под палки заставлять делать. И этот, который готов весь мир бросить к вашим ногам. Конечно, искушение, конечно, соблазн. Тут такие вас, извините, муки ждут, муки совести, попытки сама с собой договориться. Подружки у кого-то прям чудные будут вас подбивать и говорить: ну не будь дурой, да, вот смотри, какой классный мужик, он для тебя все сделает, он прям готов хоть завтра жениться. Вот, зачем тебе вот этот, ты с ним уже столько лет, либо столько месяцев, бросай его нахрен, иди к тому. Даже ваши родственники могут становиться на сторону этого нового мужчины. Вот. Так что очень вам, девочки, будет непросто, будете маяться, будете ходить, постоянно такая загадочная, задумчивая, сравнивать, проводить параллели, договариваться со своей совестью, со своим сердечком попытаетесь договориться, да, в таком ключе. Вот. Ну, а ваш вот этот родненький, на кого вы загадали, он же не дурачок, правильно, он все видит, глазки есть. И вот вижу, что вашему этому загаданному родненькому выпадут самые страшные дни в жизни, когда он будет ходить и сходить с ума от ревности. То есть он все видит, он все понимает, ничего с этим поделать не может, потому что мужик действительно крутой, и он вам предлагает все то, что вот этот не давал. Вот. И, конечно, будет ему не по себе. То есть вы оба вроде как мучаетесь, только вы мучаетесь выбором, а он мучается ревностью и неопределенностью. Но как бы надо это все пережить, мои хорошие, надо пережить. Знаете, мне вообще идет, что это какая-то проверка на прочность вашей любви, ваших отношений. И, опять же, это какой-то волшебный толчок, волшебный, не знаю, подзатыльник, давайте так скажем, для вот вашего загаданного любимого мужчины. То есть то, что он считал уже как бы сложившимся, устоявшимся, укоренившимся, что вы его женщина, никуда вы не денетесь, спешить не надо, все это классно, как бы поживем, да, поживем, увидим. И тут его мирок рушится, потому что появляется более привлекательный альфа-самец, да, и все трещит по швам со страшной силой. А мужчину вашего аж даже жалко немножко становится. Он тут, бедняжечка, конечно, такого натерпится, такого себе напридумывает. Даже если у вас не будет, ну, грубо говоря, романа официального с тем другим мужчиной, все равно он будет очень сильно страдать и мучиться. Ведь он у вас ревнивый парень, он собственник такой, по натуре собственник. Он даже, вы видите, да, как к своим вещам относится, там все аккуратненько складывает, перекладывает, там, протирает, натирает до блеска. Ой, да, непросто, очень даже и непросто. Знаете, тут даже такой момент идет, что вашему благоверному в какой-то
ну вот, не очень хороший день, придет такая блажь в голову, что типа я отплачу той же монетой, либо я тоже спровоцирую ее на ревность. С его стороны очень большая змея показана. Может быть, даже какой-то бывший своей там метнется кабанчиком, а может быть, даже специально кого-то подговорит, там вместе пофоткаются, либо вместе там куда-нибудь пойдут в кафе, либо в ночной клуб, чтобы вы его типа начали ревновать. Но это очень плохая затея, и это очень опрометчивый шаг с его стороны. Да, захочет вас довести до ревности, но наоборот, вас очень сильно этим разозлит, и вы еще, так знаете, еще более скептичнее к нему начнете относиться. Так, наверное, пришла пора взять мне карты. Хочу на картах для вас посмотреть. Все-таки мужчину такого классного показали. Ой, все летит, все ломается. Может быть, вам действительно стоит обратить внимание на этого новенького. Что мужчина, как с картинки, мечта. Мужчина-мечта, вот. Ваш загаданный, он типа синичка в руках, да, а вот этот, он как журавль. Но, правда, не в небе, но рядом. Давайте посмотрим. Просто проведем такое маленькое сравнение. Экспресс-анализ, да. Экспресс-сравнение, кто лучше из них. Посмотрим. Девчоночка, ну вот, как знаете, до конца года ваша судьба решится, судьба и жизнь решится. И мы же не хотим ошибиться, правильно? Мы хотим знать, что лучше, кто лучше. Так, вот этот новенький журавлик. А это ваша синичка. Журавлик. Ну, такой, знаете. Ой. Смотрите, в одной цветовой гамме. Вот этот ваш новенький, он, конечно, красавчик, он обалденный, он мечта, да, как я уже сказала, любой женщины, но он слишком какой-то на показ. Вот карта Сад говорит о том, что он живет на показ. Может быть, он выдает себя за того, кем не является, и при более ближнем знакомстве, более близком знакомстве окажется, что он очень там занудливый, либо он подвержен чужому влиянию, мнению. То есть мнение общественности для него это прям ключевое. То есть у него там все стандартизировано, все там типа на высшем уровне, но с ним невероятно скучно, невероятно грустно. И вообще нет никакой ни фантазии, ни проявления, а все вот он гоняется за вот этой красивой картинкой. Ну да, правда, какой-то слишком идеальный он вышел. Ну, а ваша синичка, ну, он вышел настоящим мужиком, девчонки. Хотите верьте, хотите нет, но карта при вас доставала. Вот он, настоящий мужик. Мужчина, который вам по судьбе. Да, может быть, он и не идеальный. Да, может быть, у него есть свои какие-то недостатки. Но, тем не менее, он мужик настоящий, стопроцентный. И тот, кто действительно любит, и тот, кто действительно сделает вашу жизнь счастливой. Смотрите, здесь червовая масть, червовый туз, а здесь семерка пиковая. Семерка пиковая, на самом деле, если мы гадаем на игральных картах, она показывает слезы. Слезы, разочарования и всякие неприятные беды. Ну, а туз червовый, ну, это жизнь, это сердце, это любовь. Это то, что счастье приносит. Вот так. Сейчас давайте посмотрим, что будет, если выбираете журавля, что будет, если выбираете синичку. Ну и как поступить правильно. Сразу же достану карты, да, чтобы ваше время не терять. Так, ух ты, ух ты. Ну все понятно, все понятно. Это соблазн, вот чистой воды соблазн, какие-то дьявольские козни, ну честно говорю. Сами видите по картам. То есть здесь развилка, дорога в никуда, непонятный вообще какой-то маршрут. Вроде как все идеально, но по факту идете не той дорогой. Ну а с этим мужчиной время все покажет, время все поставит на свои места. Он ваш, вы его, Луна. Это сильная связь между вами. Сильнее этой связи ничего на свете нет. Итоговые карты. Что будет, если вы выберете журавля, что будет, если выберете синичку. Здесь метла. Сами понимаете, ничего хорошего. Вроде красиво начнете, но плохо закончите. Рассоритесь, разругаетесь, разбежитесь. Еще и друг друга всю жизнь ненавидеть будете. Ну а на синичку у нас выходит звезда. И этот мужчина сможет исполнить все ваши мечты, девочки. И если вдруг по какой-то причине вы соблазнитесь на этого журавля, то и он, вот этот синичка, и вы будете крайне одинокими.
Вот правда, вы друг другу по судьбе идете, и надо это ценить, этим нужно дорожить. Пройдете эти свои испытания, самыми счастливыми будете. И вы как-то по-другому на своего мужчину будете смотреть, и мужчина ваш вот получит этот волшебный подзатыльник, либо поджопник, да, и начнет шевелиться и действовать. Наконец-таки сможет вам дать все то, о чем вы так долго ждали, мечтали и надеялись. То есть это его подстегнет к тому, чтобы он сделал предложение. Это его подстегнет к тому, чтобы он был серьезным в отношениях, чтобы он был активным, деятельным, чтобы не задний его пас и думал, что ой, женщина у меня в кармане, чтобы он постоянно был под напряжением и знал, что в любой момент, если он себя плохо будет вести, либо недостаточно уделять вам внимания, недостаточно серьезно относиться к вам, к вашим отношениям, то вы себе журавля найдете и с ним вместе и улетите. Да, вот поэтому так и показали. Но чаша любви выходит, несмотря на змей, смотрите, с его стороны крупная змея, с вашей стороны помельче змея, но несмотря на змей, чаша любви у вас вышла. И еще там крыша у нас вышла. Верный знак, двойка с вашей стороны. Вижу, девочки, что вы очень умненькие. И все-таки вот сердечко подскажет правильно. Как бы там вас не соблазняли, не искушали, как бы ваш этот синичка не тупил, все равно вы его любите, все равно сердечко именно его просит, его желает. Чаша любви, она наполненная, переполненная. Крыша над головой. Ну, съедетесь, сойдетесь, либо уже какие-то серьезные, как предложения, там, да, руки и сердца, давай вот узаконим. Двойка с вашей стороны. Дадите любимому шанс, ну, а любимый там, смотрите, какой на крыльях. Шанс свой не упустит 100%. Видите, у нас отсыпка получилась очень простой и очень информативной. Сейчас у вас вот этот вот шалтай-болтай происходит в отношениях, но высшие силы вас соединили для того, чтобы вы были вместе. Для того, чтобы вас подстегнуть. То есть убрать ваши сомнения и мужчине все-таки дать стимул на движение. Ваша любовь пройдет через испытания. То есть для мужчины это будут адские испытания, а для вас, мои дорогие женщины, это будут адские соблазны. Вот как хотите, так и понимайте эту информацию. Выстоите, выдержите, самыми счастливыми будете, проживете долгую счастливую жизнь вместе, и все у вас будет, все будет хорошо. Я-то вижу, что никто из вас по пути не отвалится, вижу, что проживете, пройдете вы это испытание. Возможно, так и должно быть для того, чтобы вы наконец-таки соединились, объединились и счастье свое познали. Наконец-таки это время пришло. Вот. Ничего не бойтесь, в себе не сомневайтесь, слушайте свое сердце, оно вам правду подскажет, правильный путь подскажет. Ну а так по судьбе вам счастливой быть, хоть крути, хоть верти, счастливой быть. Вот. Берегите себя, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.